Эфир нашего телеканала продолжит актуальное интервью. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Защита прав и свобод инвалидов – приоритетное направление деятельности прокуратуры, которой принимаются все предусмотренные законом меры к восстановлению нарушенных прав и свобод инвалидов. О том, какие социальные права и гарантии имеются у инвалидов, расскажет гость нашей программы. Это прокурор города Нерюнгри, старший советник юстиции Андрей Орлов. Андрей Юрьевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. В начале беседы вот такой вопрос. Каким образом государство обеспечивает поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья? Целью государственной политики является обеспечение инвалидов равными с другими гражданами возможностями в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод. В соответствии с требованиями законодательства, инвалиды относятся к социально защищенной категории граждан, которым обеспечиваются государственные гарантии. Социальная поддержка инвалидов – это система мер, обеспечивающая социальные гарантии инвалидам, устанавливаемые законами и иными нормативно-правовыми актами. Так, федеральным законом номер 178 о государственной социальной помощи и федеральным законом 323 об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации установлено право инвалидов на дополнительную бесплатную медицинскую помощь, которая предусматривает обеспечение инвалидов лекарственными препаратами и изделиями медицинского характера, техническими средствами реабилитации. Например, обеспечение бесплатным лекарственным препаратом осуществляется путем обращения к лечащему врачу, которым выписывается рецепт, в соответствии с которым будут выданы необходимые лекарственные препараты в аптечном пункте, закрепленном за данным медицинским учреждением. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития номер 283. Для получения технических средств реабилитации инвалидам по решению врачебной комиссии медицинской организации заполняется направление на медико-социальную экспертизу для разработки индивидуальной программы реабилитации с указанием показаний для получения необходимых средств реабилитации, с которым пациент обращается в бюро медико-социальной экспертизы, где ему разрабатывается и выдается индивидуальная программа реабилитации с медицинскими, трудовыми, социальными рекомендациями. По показаниям рекомендуются технические средства реабилитации. Непосредственно для получения технических средств реабилитации инвалид или его законный представитель обращается в органы социальной защиты и фонд социального страхования. Скажите, а всегда ли инвалиды обеспечиваются необходимыми техническими средствами реабилитации, а также лекарственными препаратами? К сожалению, не всегда, что вызвано разными причинами. В частности, из-за недостаточного финансирования, но и по причине недобросовестного отношения должностных лиц к исполнению своих обязанностей. Так, прокуратура города в текущем году было выявлено несколько фактов нарушений по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. И лишь после вмешательства прокуратуры города указанные средства реабилитации были представлены инвалидам. Также не всегда инвалиды обеспечиваются лекарственными препаратами. В текущем году были выявлены факты необеспечения рецептами на лекарственные препараты лицам, подлежащих обеспечению данными препаратами, по причине отсутствия информации о наличии этих препаратов в аптечных организациях. В связи с чем прокуратура города были приняты меры реагирования, в результате рассмотрения которых права инвалидов были восстановлены, лекарственные средства были выданы, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Скажите, а есть ли какие-то льготы при организации санаторно-курортного лечения и, например, получения образования? Кроме того, государство гарантирует инвалиду право на получение необходимой информации, а именно доступ и получение в образовательных учреждениях и библиотеках периодической, научной, учебно-методической, справочной, информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельеф точным шрифтом Брайля. Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов. Жилые помещения предоставляются им с учетом состояния здоровья и с учетом других заслуживающих внимания обстоятельств. Если инвалид страдает тяжелыми формами хронических заболеваний, жилье может быть представлено ему по договору социального найма большей площади, чем установленная норма на одного человека. Также инвалидам и семьям с детьми-инвалидами предоставляется компенсация расходов на оплату за жилые помещения и коммунальные услуги в размере 50%. Санаторно-курортное лечение инвалидов осуществляется один раз в год путем предоставления путевок санаторно-курортной организации, расположенной на территории Российской Федерации,
и включенные в соответствующий перечень, утвержденный Министерством здравоохранения и социального развития. Существуют гарантии в сфере образования. Так, большинство категорий инвалидов имеют право на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств в пределах установленных квоты, на государственную социальную стипендию, а также на предоставление им в первоочередном порядке жилых помещений в общежитиях. Помимо указанных льгот и гарантий, инвалиды имеют право на иные меры социальной поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. В частности, инвалидам, нуждающимся в постоянном уходе и помощи, предоставляются медицинские и бытовые услуги на дому либо в стационарных организациях. Они обеспечиваются специальными телефонами, бытовыми приборами и другими средствами, необходимыми для социальной адаптации. Их ремонт производится вне очереди, бесплатно, либо с оплатой на льготных условиях. Также инвалиды имеют право на первоочередное получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, ведение подсобного хозяйства и садоводства. Также инвалидам вне очереди вблизи места жительства предоставляется место для строительства гаража или стоянки для средств передвижения. Давайте поговорим о трудовых правах инвалидов. Какие гарантии предусмотрены в этой сфере? Инвалидам предоставляется гарантии трудовой занятости путем проведения специальных мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда. Инвалидам, занятым в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, создаются необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. Не допускается установление в коллективных и индивидуальных трудовых договорах условий труда инвалидов, ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками. Для инвалидов первой и второй групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время допускается только их согласие и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 дней. И вот такой очень острый вопрос, как обеспечивается доступ инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Инвалиды обеспечиваются беспрепятственным доступом к объектам социальной инфраструктуры. Так, беспрепятственный доступ обеспечивается путем размещения необходимой для инвалидов информации, а также конструирования пандусов и поручней, кнопок вызова работников объекта при входах в здание. В практике неоднократно встречается, что общественные транспортные средства бывают не оборудованы специальными устройствами для беспрепятственного доступа инвалидов. Однако после вмешательства прокуратуры во всех таких случаях перевозчиками, осуществляющими общественные перевозки, указанные нарушения прав инвалидов устраняются. Ну и расскажите об ответственности. Какая предусмотрена ответственность за нарушение прав инвалидов? Государством гарантируется социальная защита инвалидов. Однако, к сожалению, в жизни встречаются факты, когда граждане, должностные лица нарушают права инвалидов. В целях защиты лиц с ограниченными возможностями виновные лица в нарушении их прав и свобод несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. За нарушение в указанной сфере предусмотрены 3 вида ответственности. Это гражданская правовая, административная и уголовная ответственность. Гражданская правовая ответственность заключается в возмещении вреда, причиненного инвалиду, гражданами, должностными лицами, государственными служащими, органами государственной власти и органами местного самоуправления. Административная ответственность за нарушение прав и свобод инвалидов установлена отдельными статьями Кодекса об административных правонарушениях, такие как нарушение прав инвалидов в области трудоустройства, занятости, нарушение требований законодательства, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках мест для специальных автотранспортных средств инвалидов, уклонение от исполнения требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры. За самые серьезные нарушения прав инвалидов Уголовным кодексом предусмотрена уголовная ответственность. Таким относится нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина, предусмотренной статьей 136 Уголовного кодекса. Нарушение неприкосновенности частной жизни, статья 137. Отказ в предоставлении гражданину информации, статья 140 Уголовного кодекса. А также невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, пенсий, пособий, стипендий или иных установленных законом выплат, совершенные руководителем предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, из корыстной, но личной заинтересованности. Статья 145 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Андрей Юрьевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего вам самого доброго. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго.
Это была программа «Актуальное интервью». На том, какие социальные права и гарантии имеются у инвалидов, рассказал гость нашей программы, прокурор города Нерюнгри, старший советник юстиции Андрей Орлов. Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.